На лайнеры идут отделочные работы. Всего тут на 2 палубах разместится 16 кают. Прадугледжаны кондиционеры, душевые, беспроводный интернет. Узровень комфортности вызначается апартаментами эконом-класс, стандарт и люкс. Для пинских рачников это пилотный проект. Еще несколько годов тому АЭС-2 лечился у техничном флоте. Дякуючи программе инновационного развития Минтранса Беларуси, он отрымал шанец на другое житье. Сердце теплохода – машинное отделение. Распрацовщики проекта уличили нюансы безопасности на борте. На позаштатную ситуацию спрацуе автоматика. Дизель-генератор забеспечит теплоход электричностью. А само подорожье у автономном режиме различено на 5 суток. До речи, у круизном варианте теплоход сможет принять каля 30 человек. У прогулочном больше за 50. На верхней палубе под тентом разместится ресторан по системе «Шведский стол». Цель самого круиза – ознакомить пассажиров. Первое – это с уникальной природой Днепробузского канала, Средней Припяти. Второе, мы должны показать нашу этнографическую составляющую, историческую составляющую Беларуси, посещение музеев, каких-то значимых мест. И третье, предусматривается посещение производств, дегустация. Специалисты сподеваются, что круизный вариант сможет зацікавить шмат туристов, в тем лику и замежных гостей. И уже есть первые домовленности. Мы подписали протокол намерений с российской компанией, которая на рынке туристических услуг уже не первый десяток лет работает. Вот. У них есть грандиозные планы, и мы совместно хотим создать нормальный туристический маршрут. Покуль лайнер будет курсировать по маршруте Брест-Мазыр, программа у прапрацоўцы. У перспективе рейс может стать международным. Техничные характеристики дозволят заходить, например, у Киевский порт. Так само Беларусь, Польша, Украина теперь ведут перемовы по обновлению трансграничной водной магистрали Е40 на участку Висла-Днепро. Водный шлях неколи злучал Балтику и Черное море. Первые ходовые выпробования лайнера почнутся уже у липени.